Добрый вечер. Вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Вакцинация от коронавируса. Сколько человек по Якутии получили первый компонент на сегодняшний день? Кормозаготовительная компания. Какие проблемы и задачи стоят перед районами в этом сезоне? В памяти Розы Алексеевой в Вилюйске состоялось торжественное открытие мемориальной доски заслуженному врачу республики. По данным Республиканского оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 96 новых случаев коронавирусной инфекции, из них в Якутске 56, в Жиганском районе 10, Нерынгринский район 5, Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Ленский районы по 4 случая, ну а в Усть-Алданском и Хангаласском районах по 2, в Верхнеколымском, Вилюйском, Кобяйском, Намском и Меконском районах по одному выявленному случаю в день. Первый компонент вакцины получили на сегодня 210 976 человек в республике. Ведущий медицинский исследовательский центр Москвы выступил с инициативой создать в Якутии пилотный проект скрининга по раннему выявлению рака шейки матки. Это чрезвычайно коварное заболевание, которое протекает практически без симптомов, поэтому его легче предупредить. Согласно статистике, наша республика имеет высокие цифры по этому заболеванию. К тому же, как отмечают специалисты, в последнее время болезнь молодеет. На территории Аймяконского района зарегистрировано 11 лесных пожаров на общей площади 82 тысячи гектаров. Основная причина возгорания – устойчивая жара. На данное время один пожар ликвидирован, один локализован, один действует, остальные в зоне контроля. На совещании при участии министра экологии Сахамина Афанасьева присутствовали руководители золотодобывающих предприятий, чьи старательские участки находятся в зоне действующих необслуживаемых пожаров. Всего сгорело более 50 опор ЛЭП, под которые запитано 3 крупных добывающих предприятия: «Поиск золота», ТЗРК, «Богуславец». Они вынуждены теперь работать на дизельном топливе, а предприятия мобилизовали собственные силы для тушения этих пожаров. Вот сегодня те проблемы, которые мы обсуждали в Аймяконском районе, это вот как раз проблема лесных пожаров, которые возникают в зоне контроля. Значит, чтобы нарастить силы и средства, республика и федеральное правительство с учетом вот тех условий северов, конечно, должны в будущем держать отдельно лесопожарное формирование, притом очень мощные, укомплектованы всем необходимым в отдаленных лесничествах, такое как вот Аймяконское и Индигирское лесничество. Пока эту проблему не решим, то будем только вот путем сбора мобилизации заниматься лесными пожарами. В правительстве обсудили с главами районов подготовку к кормозаготовительной кампании. Отметим, что этим летом из-за отсутствия дождей, аномальной жары, лесных пожаров в ряде районов, также нашествие саранчи в центральных улусах, сложилась неблагоприятная обстановка для сенокосной кампании. В этом году объем сена составляет 456 тысяч тонн. По прогнозам глав районов ожидается выполнение только 70% от годового плана. Вице-премьер Михаил Никифоров поручил ряд задач главам районов по решению проблем. Мы планируем предусмотреть определенные финансовые средства для организации мобильных бригад. И самый главный вопрос, у нас главы ставят вопрос о перевозке заготовленного сена, значит, извне улусов. Ну да, у нас есть постановление правительства, которое, в принципе, это регулирует, поэтому я, значит, главам об этом сказал. Самое главное, что перевозка кормов, значит, объем финансовой помощи будет утвержден. Скорее всего, это будет следующий финансовый год. Мы будем четко отслеживать ситуацию. Наверное, в следующем финансовом году, значит, возмещение затрат по транспортным перевозкам предусмотрим. В Сунтарском улусе идет ремонт федеральной дороги Вилюй. На каком участке и какие организованы работы, в материале нашего корреспондента. Масса 2408. Принял. Святая святых – пульт управления асфальтобетонного завода. У оператора Сергея Кузнецова все под контролем. Вокруг все движется, пышет и дышит. Пройдя через многоступенчатые тернии, сложный состав песчано-гравийной смеси превращается в горячий асфальт. На асфальтном заводе работает 8 человек. Производительность завода 120 тонн в час. И
день в среднем обычно производим от 600 до 1000 тонн асфальта, в зависимости от потребностей на дороге. В этом сезоне дорожники продолжают укладку асфальтового покрытия в отрезке, который проходит через село Тайбахой. Это более чем 3,5 километра. Жители радуются. Уже к осени здесь будет современная, красивая дорожная инфраструктура. По ремонту предусмотрено все. Тротуары, освещение. И это придает очень красочный, эффектный вид села. Очень довольны работой, очень благодарны руководству Вильюавтодора, подрядчикам Сунтаравтодор. Одно дело – построить дороги, другое – постоянно содержать ее в надлежащем состоянии, что обеспечивает безопасность дорожного движения. Предприятие в этом году приобрело новую современную машину для разметки дорожного полотна. В последнее время у нас объемы увеличились по покраске, поэтому решили купить специальную разметочную машину, что позволяет более качественно наносить разметку, более быстро и эффективно. В этом году мы, сотрудники Сунтаравтодор, сами поехали, обучились в Беларуси. В будущем, хорошо обучившись, хотим, как в качестве услуги, работать и на других дорогах. Сунтаравтодор в этом сезоне произведет капитальный ремонт дороги протяженностью 10 километров. Дорожники работают с опережением графика и планируют сдать участок дороги уже в конце сентября. Ольга Захарова, Радомир Сергеев, Сунтар. Все строящиеся объекты на территории Якутии должны быть доступны для маломобильных граждан. Об этом сегодня сказал руководитель управления Госстройжилнадзора Павел Аргунов в рамках объезда строящихся многоквартирных домов в столице. Какие требования конкретно предъявляются застройщикам? Репортаж Дмитрия Тымырова. Ну вот расскажите, вот сегодня вы посмотрели здесь спуск, который оборудован к этому дому. Насколько он удобен для людей с ограниченными возможностями здоровья и для маломобильных граждан? Вот спуск, который мы видим, он некомфортный, вообще, собственно говоря, вызывает напряженность. Давайте вот так сейчас посмотрим. Вот сейчас оператор нам покажет сам спуск. Он, да, вот так выглядит. Вот на ваше усмотрение, вот каким он должен быть? Вот покажите, вот как вы вот только что вы рассказали. Значит, ну, во-первых, вот мы видим здесь общий скот, ну, откосы. И не видим поручни хотя бы для того, чтобы вот я, как человек маломобильный, могла в зимнее, в осеннее время, когда скользко, это даже не я, это мамочка с ребенком, это, да, люди старшего поколения, даже не колясочники. Вот я пошла, и здесь вот скользко. И я могу легко упасть, потому что даже придержаться не за что. И это лишь часть замечаний, которые были озвучены экспертами из общества инвалидов. Именно они сегодня на объезде в основном высказали свои замечания. Сначала снаружи выглядит очень отлично все. Ну, все красиво. А первое, что заметили, что, это как сказать, доступ к бордюрам, да, получается не очень хорошо сделан. Там спуск, да, пороги очень высокие, и если человек, человек с ДЦП, например, да, и человек, который, немощный, наверное, да, он не сможет туда подняться. В рамках объезда были осмотрены 2 новых дома, которые будут сдаваться в самое ближайшее время. Это новый дом по улице Чапалова и по улице Автодорожная. По словам застройщиков, каждый из них внимательно выслушали все замечания и готовы их устранить. У нас есть рекомендации сделать дополнительные поручни, которые мы выполним. Было замечание по съезду пандусов. Дело в том, что, значит, мы предусматриваем в перспективе асфальтовое покрытие, поэтому мы сделали бордюры чуточку повыше. Поэтому это все устранится и для наших маломобильных групп населения. Так, по словам руководителя управления Госстройжилнадзора Павла Аргунова, сегодня все новые дома должны быть адаптированы и построены с учетом проживания в них маломобильных групп населения. Что касается маломобильных граждан, то к нему по закону, к этой категории граждан относятся не только инвалиды, но и дети до 10 лет, временно нетрудоспособные граждане. Например, человек, который сломал ногу, он временно будет относиться к этой категории граждан. И также относятся
мамочки, родители с коляской. Завершая объезд, руководитель Госстройжилнадзора поручил всем застройщикам учесть все замечания экспертов из общества инвалидов и устранить их в самое ближайшее время, так как в будущем они совместно с ними вновь посетят эти места. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. В Вилюйске состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти заслуженного врача республики Розы Алексеевой. Свою трудовую деятельность она начала акушером-гинекологом Вилюйской ЦРБ. Затем была назначена заместителем Межулустного перинатального центра. В период ее работы был введен новый корпус родильного отделения, внедрены новые методы вакуум-аспирации, кабинет планирования семьи, гинекологический стационар, открылись кабинеты гематологической, генетической и детской эндоскопии. Роза Алексеевна для нас, для коллектива родильного отделения, была неоспоримым авторитетом, примером человечности и высокого профессионализма. Присоединяясь ко всем теплым словам, произнесенным в этот прекрасный день, мы надеемся, что эта мемориальная доска станет неким оберегом для нашей акушерско-гинекологической службы Вилюйского района. В райцентре Тамбонского улуса в рамках муниципальной программы развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса поселка Хандага началось строительство новых тротуаров. Подробнее Мария Винокурова. В Хандаге в этом году работы по благоустройству бетонных тротуаров будут проведены по улицам Героя Хлопкова, Петра Алексеева, Магаданская и Мира. Также с начала лета по программе «Комфортная городская среда» в домах ТСЖ «Новый» по улице Петра Алексеева 2, 4, 6, 8 выполнен минимальный набор работ. Установка освещения дворов, урны и скамейки. Сумма контракта свыше 800 тысяч рублей. Тут Петра Алексеева скамейки делаем и освещение 8 штук столба. Это 19 штук в каждом подъезде скамейки и урном. И снизу бетонировали. Многоквартирные дома по улице Петра Алексеева – это первые каменные дома райцентра 70-80-х годов постройки. Поэтому жильцы очень рады благоустройству дворов. Ну и очень такое пожелание, хотя бы в каждом дворе была небольшая детская площадка. Хотя бы там качелька и какая-то горка. Поэтому спасибо тем, кто этим занимается. Продолжайте в том же духе. В эти дни построен самый длинный тротуар протяженностью 240 метров по улице Героя Хлопкова. Также будет обустроен бетонный тротуар в районе магазина «Эзозы» вдоль Магаданской трассы протяженностью 60 метров. Срок завершения всех работ 15 июля. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тамбонский район. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем на Якутии 24 в 20:00.